خفافيش الظلام. بسم الله الرحمن الرحيم. С именем Аллаха, милостью милующего, да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада, его семью и всех его сподвижников. Мы приветствуем уважаемого шейха Салиха ибн Фаузана аль-Фаузана, состоящего в Комитете больших ученых и Комитете по изданию религиозных фатв. Пожалуйста, уважаемый шейх, мы благодарим вас. С именем Аллаха, милостью милующего, хвала Аллаху, Господу миров, благой исход для богобоязненных, и нет вражды, кроме как с несправедливыми. Да благословит Аллах и приветствует своего раба и посланника, пророка, достойного доверия, его семью, его сподвижников, табиинов и тех, кто последовал за ними с искренностью до дня суда. Тема — обязательность помощи посланнику, мир ему и благословение Аллаха. Нет сомнения в том, что какого бы из пророков не отправил Аллах, кроме как из созданий были те, кто проявлял к нему враждебные отношения, и это было для него испытанием. Как сказал Всевышний Аллах, так мы определили для каждого пророка врагов, дьяволов из числа людей и джиннов, внушающих друг другу красивые слова обольщения. Если бы твой Господь пожелал, они не поступали бы так. Оставь же их вместе с их измышлениями. Мы сделали так, чтобы к этим словам склоняли сердца тех, которые не верят в последнюю жизнь, и чтобы они довольствовались ими и совершали то, что они совершают. Также сказал Аллах Велик Он и Возвышен, так для каждого пророка мы создали врагов из числа грешников, но довольно того, что твой Господь наставляет на прямой путь и помогает. Какого бы из пророков не отправил Аллах, кроме как на его пути будут враги, которые будут строить ему козни. Однако посланники, мир им и благословение, проявляли терпение на козни их врагов и опровергали это. И нет сомнения, что ложь исчезающая. Как сказал Аллах Велик Он и Возвышен, скажи, явилась истина, и сгинула ложь. Воистину ложь обречена на погибель. Также сказал Аллах Велик Он и Возвышен, однако мы бросаем истину в ложь, и та разбивается и исчезает. Посланники, мир им и благословение, несмотря на их высокую степень и положение, были испытаны своими врагами. По мудрости Аллаха, пречист Он и возвышен. Аллах Велик Он и Возвышен способен отомстить за них. Однако Он хочет, чтобы верующие проявляли старания в помощи пророкам и защите их призыва. Вот так, если бы Аллах пожелал, то отомстил бы им сам, но Он пожелал испытать одних из вас посредством других. И поэтому Аллах Велик Он и Возвышен утешает нашего пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, тем, что произошло с его братьями из пророков и посланников прежде. Тебе будет сказано только то, что было сказано посланникам до тебя. Воистину, твой Господь обладает прощением и обладает мучительным наказанием. Мы уже отправляли посланников к народам до тебя,
Мы подвергали их нищете и недугам, дабы они проявляли смирение. До тебя посланников также считали лжецами, но они терпели то, что их так называли, и обижали, пока не явилась к ним наша помощь. Никто не исказит слов Аллаха, и до тебя уже дошли некоторые вести о посланниках. Это утешение для пророка, мир ему и благословение Аллаха. Терпи же, как терпели твердые духом посланники, и не торопи меня с наказанием для них. Когда Аллах отправил пророка с посланием в Мекке, он был один напротив всего мира, в котором были атеисты, многобожники, люди Писания, из иудеев и христиан. Он встретился лицом к лицу с большим миром. Все они его враги и противоречат ему. А он всего лишь один. Однако с ним его Господь, пречист он и возвышен. С ним убедительные доводы, которые заставят замолчать каждого лжеца. Однако он проявил к ним снисходительность и терпение до тех пор, пока Аллах не помог ему. Он отправил его, и с ним не было никого. Затем первым, кто уверовал в него из женщин, была его жена Хадиджа бинт Хувейлид, да будет доволен ею Аллах, и она была прекрасной помощью для него, успокаивая его переживания, утешая его. Также Аллах связал с ним его дядю, Абу Талиба, чтобы он охранял и защищал его. Он был из неверующих, а из верующих сделал для него последователей. Они уверовали в него, один за другим. Абу Бакр ас-Сиддик, первый, кто уверовал в него из мужчин. Также Биляль аль-Хабаши был первым, кто уверовал в него из рабов. И Али ибн Абу Талиб, первый, кто уверовал в него из юношей. Затем уверовали сподвижники один за другим. В это время они были притесненными в Мекке и не имели возможность выйти для совершения обхода вокруг Каабы, кроме как после больших трудностей, до тех пор, пока не принял ислам Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах. Аллах укрепил посредством него ислам и мусульман. Затем принял ислам дядя пророка Хамза ибн Абдуль-Мутталиб, и мусульмане стали иметь величие и силу. Они стали иметь возможность выходить к запретной мечети. С ними Умар и Хамза, и никто не мог препятствовать им. Затем последовало благо за благом, ислам, вера. Как сказал Аллах велик он и возвышен, Мухаммад – посланник Аллаха. Те, которые вместе с ним суровы к неверующим и милостивы между собой. Ты видишь, как они кланяются и падают ниц, стремясь к милости от Аллаха и довольству. Их признаком являются следы от земных поклонов на их лицах. Так они представлены в Тауроте, который был ниспослан Мусе, мир ему. В Инджиле же, который был ниспослан Исе, мир ему, они представлены посевом, на котором вырос росток. Он укрепил его, и тот стал толстым и выпрямился на своем стебле, восхищая сеятелей. Это описание сподвижников посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха в Тауроте и Инджиле.